Ко мне вчера поступили тревожные сообщения. В связи с этим хотелось бы сделать обращение. В Германии в прошлом году, как нам известно, было совершено нападение на блогера Минкейла Мализаева. А ранее миграционные власти выслали семью Мализаева в Россию. И совсем недавно его супругу вынудили уже власти оккупационной Чеченской Республики Ичкерия публично отказаться от него. 8 июня сего года на Маусара Искирханова, который открыто осмелился говорить о нарушении прав человека, пытках и унижениях, которые ему пришлось пережить, совершено нападение с применением холодного оружия. В данное время Маусар находится в тяжелом состоянии в госпитале, немецком госпитале. Теперь же поступают тревожные сообщения из Польши, что чеченского блогера Тумсу Абдурахманова хотят выдать на пытки и вероятную смерть в лапы преступного путинского режима. Ни Польша, ни одна другая страна, ратифицировавшая Конвенцию о статусе беженцев, в которой в статье 33 прямо запрещается высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Исключение составляют лица, представляющие угрозу безопасности высылаемой страны. При всей неоднозначности блогерской деятельности Тумсу Абдурахманова, по нашим данным, Абдурахманов не представляет угрозу безопасности ни Польши, ни какой-либо другой стране, кроме Российской Федерации. В связи с этим ни одна из стран не имеет права выдавать Тумсу Абдурахманова. Хотелось бы напомнить, что чеченцы ведут национально-освободительную борьбу со страной, которая многие годы оккупировала Польшу. Казнили тысячи польских военных, а совсем недавно, в этом нет сомнения, совершила террористический акт против политического и военного руководства Польши, в ходе которого погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качинский с супругой. Признавая и отдавая дань уважения заслугам Польши в помощи чеченским беженцам, которые нашли приют в гостеприимной Польше, хотелось бы обратить внимание, что противник оккупационного режима, который может называться кадыровским, даудовским, хучиевским или ивановским, но по сути оставаться путинским, Тумсу Абдурахманов неоднократно заявлял в своих стримах, что он ни в коем случае не угрожает безопасности Польши. Он угрожает только путинскому режиму. Польша является правовым демократическим государством, где плюрализм мнений и взглядов, религий и убеждений приветствуется и охраняется государством, а свобода слова является основным и высшим достижением. Я призываю народ и власти Польши предотвратить выдачу Тумсу Абдурахманова России на нечеловеческие унижения, пытки и вероятную смерть. С уважением, руководитель Международной ассоциации «Мир и права человека», немецкое отделение, Аслан Арцуев.